Госрегистрационные знаки, отсутствие водительского удостоверения, тонировка или вовсе управление автомобилем в нетрезвом состоянии – это не весь список нарушений, которые будут фиксировать сегодня сотрудники ГИБДД. С 3 часов дня на перекрестке в Малгобеке стражи порядка то и дело пытаются пресечь нарушителя, но герой, впрочем, не дает себя долго ждать. Через несколько минут сотрудники останавливают затонированную машину, против которого и составляется протокол. Но это далеко не первый нарушитель на сегодня. До вашего прихода были выявлены нарушения, такие как водитель управления транспортным средством в нетрезвом состоянии. Данный водитель уже составлен материал, собран весь материал, а также еще есть без водительского. Молодые ребята, которые вообще не имеют водительского удостоверения. Есть и такие нарушения. Есть без государственных навигационных знаков. Такие рейдовые мероприятия стали чуть ли не ежедневными. Некоторые автолюбители к ним уже привыкли. И столь частое проведение им только в радость, поскольку такими же каждодневными бывают и ДТП на дорогах. Я считаю, что на дорогах должен быть порядок, правила. Они для всех писаны, как бы. Тонировка, если она законом запрещена, то, я думаю, нужно придерживаться правил и соблюдать их, соответственно. Рейды, насчет как часто, да, бывает частенько, но я положительно отношусь к таким рейдам. А тем временем в поле зрения следующий нарушитель с ребенком на переднем сиденье. О детском удерживающем устройстве здесь даже и не слышали. Стоит ли напоминать о печальной статистике? Из-за несоблюдения такого простого правила погибло по всей стране более 140 детей, а более 2000 получили ранения. Этот водитель на этот раз может отделаться штрафом в размере 3000 рублей. При других обстоятельствах все могло бы закончиться намного хуже. А вот Юнус Ювлоев, как водитель со стажем, некоторое поведение автомобилистов и вовсе считает недопустимым. Вообще, например, не то, что там за рулем в нетрезвом состоянии, вообще по жизни надо быть трезвым. Это просто-напросто мусульманам вообще как-то неприемлемо быть в нетрезвом состоянии, не то, что там за рулем. Выявление и пресечение грубых нарушений ПДД – вот одна из основных целей таких рейдов. Несмотря на все принимаемые меры, пока меньше нарушителей не становится, особенно в час пик. Но расслабляться водителям не дадут. Впереди еще не одно профилактическое мероприятие. Такие рейдовые мероприятия проводятся у нас согласно плана. В разных участках нашей территории, в разных районах и участках, городах. Такие рейдовые мероприятия будут продолжаться до тех пор, пока наши водители не будут ездить по правилам дорожного движения. Впрочем, до завершения рейда еще далеко. Через несколько минут сотрудники ГИБДД начнут патрулировать по улицам Малгобека и Малгобекского района. Спрятаться от зоркого глаза будет сложно. Зелимхан Калоев, Магомед Урсханов, Новости 24.